И Иисус привел такой пример: небесное царство подобно горчичному зерну, которое человек взял и посадил на своем поле. Оно самое маленькое из всех семян, но когда вырастает, бывает самым большим из садовых растений и становится настоящим деревом, поэтому небесные птицы прилетают и селятся в его ветвях. Кто на стороне Иисуса Христа? Давайте прочитаем один текст из Библии. Он записан в книге Даниила, главе 2, стихе 44. «И во дни тех царств, Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Бог установил свое царство, где Иисус, которого Бог воскресил, является царем. Люди на земле занимают его сторону и соблюдают его заповеди. Не кради, не говори ложь, не убивай. А также они не от мира. Что сделает Иисус в будущем? Читайте комментарии или на сайте.